حقيرة مقيرة غامرة ودوق حدوخة مدوخة وكورة ودوق. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Заседание ВОК анализ введено в строй и модернизировано с 2009 по 2018 годы промышленных объектов Республики Ингушетия для Цаболда Гуэна. ВОК каждый ощущает предприятие, не ушло. Поддержи, молодежи, Бог, держи яц, помысл рабочее место, по продукции производит, когда адуется, надо давать так. Прошел очередной год правления Юнусбека Евкурова. Совет тайпо-ингушского народа поставил перед собой вопрос, а с какими успехами политической, экономической, социальной и культурной жизни мы вошли в очередной 2018 год. Каковы успехи и недостатки, о чем умалчивает власть. Для проведения соответствующего анализа Советом тайпо была создана комиссия во главе с участником движения Малцигом Ужаховым. Комиссии было поручено провести анализ введенных в строй промышленных объектов за время правления Юнусбека Евкурова. Предоставляемый вашему вниманию доклад является результатом работы данной комиссии. Анализ работы сельского хозяйства и нефтекомплекса Ингушетии будет произведен отдельно, чтобы не утруждать читателя большим объемом информации. Нефтекомплекс и сельское хозяйство требует особого внимания. Комиссия не претендует на 100% достоверность всех проводимых материалов и цифр. И то только потому, что цифры порой разнятся у различных ведомств одного и того же правительства. Из официальных информаций, которых мы и черпали свою информацию. Каждая проведенная нами цифра имеет подтверждение на страницах официальных средств массовой информации и сайтах правительства Республики Ингушетия и его министерства. Некоторые цифры взяты из приложения газете «Российская газета. Экономика Северного Кавказа». Вложение газеты «Экономика Северного Кавказа». Раз в неделю выходить. Промышленность, надо отметить, не очень была развита в Ингушетии, в тогдашней части Чечни Ингушетии и в советское время. Кроме завода электроинструмент, трикотажной фабрики, Карабулатского завода КПРХ, Назарновского завода крупных промышленных предприятий практически не было. Это если не брать в расчет Малгобекский нефтекомплекс, который являлся основным локомотивом экономики Ингушетии. И, как и все остальные построенные промышленные предприятия, стабильно приносил прибыль в бюджет республики. И именно нефтяники на часть отчисления из своей прибыли построили город Малгобек со всеми его инфраструктурой. Начало современного города Назрань положил завод электроинструментов и трикотажной фабрики, которые впервые в Ингушетии стали строить в городе Назрань для своих рабочих многоэтажные дома, магазины, детские сады и школы. Завод Казахаян также внес весомый вклад в развитие инфраструктуры города Карабулат, как и промысла нефтяников. Как бы их не было мало для того района Ингушетии, но они стали основой развития промышленности в аграрной по определению республики. В первую очередь, кроме поступления в бюджет республики и денежных средств, были важны тысячи стабильных рабочих мест для жителей республики, многие из которых ежегодно пропадали на шабашках вдали от республики из-за отсутствия работы у себя на малой родине. Этот скудный промышленный потенциал, который в сравнении с потенциалом Чечни Ингушетии был значительно ниже, был большим прогрессом для народа Ингушетии. Как обстоят дела сейчас? Построены десятки производств на миллиарды рублей бюджетных средств, от которых нет никакой практической отдачи. В течение этих 9 лет ни одного построенными, введенными в строй и функционирующими ранее промышленными предприятиями республики многоэтажного дома, детсада или школы для населения республики. За исключением Роснефти, который периодически строит, но при этом не платит налоги в местный бюджет.
Мало того, что ничего не строит, но построенные предприятия в подавляющем большинстве своем даже себя не способны содержать, не говоря о выплатах налогов в бюджет республики. А о том, чтобы окупить себе в течение указанного проекта документа времени, и речи не идет. Никаких шансов. Налоги, если и уплачиваются, то уплачиваются в мизерных, смешных суммах, и эти ничтожные суммы тщательно скрываются налоговой службой республики от взора общественности. Рабочие места, о создании которых так сладко растекались по телевидению руководителей республики, мизер. Поступление в бюджет республики, мизер. Выброшенные на ветер десятки миллиардов рублей. Мы постараемся наглядно вам это показать. Промышленный центр в последние годы из города Малгобека переместился в город Карабулак, где вроде бы создана промышленная зона, или как его называют по-современному, кластер инновационных энергоэффективных строительных материалов. Инвестор ООО «Инария». Стоимость проекта кластера 3 миллиарда 500 миллионов рублей. Была. Собственные средства инвестора планировались в размере 750 миллионов рублей. Кредитные линии в Сбербанке на сумму 2 миллиарда 250 миллиардов рублей. Под гарантией президента Российской Федерации. Координатор проекта Даниил Кохнер. Сроки строительства 2011-2016 годы. Срок окупаемости 5,8 лет. Территория 24 га. Работу должны были получить более 800 человек, а по информации министра экономики даже 1712 постоянных рабочих мест. Должны были построить домостроительный комбинат объемом выпускаемой продукции 200 тысяч квадратных метров в год на 640 рабочих мест. Не построен. Подобный комбинат в это же время бездействует в городе Малгобек. Какой смысл строить второй, когда один простаивает? Завод железобетонных изделий мощностью 126 тысяч кубических метров в год не построен. Такой завод в городе Карабулак уже имеется с советских времен, производил продукцию, сейчас бездействует. Завод по производству газосиликатной продукции мощностью 300 тысяч кубических метров не построен. Завод по производству сухих строительных смесей мощностью 30 тысяч тонн, стоимостью 61 миллион рублей не построен. Такой завод построил другой предприниматель. Цех инертных материалов, пеностекла 80 тысяч кубических метров, 315 тысяч тонн в год не построен. Цех извести 50 тысяч тонн не построен. Сроки строительства давно прошли, проходят и предполагаемые сроки окупаемости промышленных предприятий, которые должны были быть построены в рамках кластера. Но по нашей информации, инвестор вложил в данный проект более 200 миллионов рублей, но процесс остановился из-за того, что банк отказался кредитовать данное предприятие. Поэтому все эти предприятия не построены. В городе Карабулак за последние годы построены функционируют на бумаге следующие предприятия, промышленные предприятия. Мукомольный комбинат, завод полимер, картоножная фабрика, завод по производству алюминиевых радиаторов отопления, керамзитовый завод, завод твердых бытовых отходов, предприятие сборно-монолитного бетона, завод нерудных строительных материалов и завод по производству сухих строительных смесей. По нашей информации, из них более-менее нормально функционирует лишь один завод нерудных строительных материалов в городе Карабулак, построенный еще в годы советской власти и продолжающий успешно работать все эти годы. А построен в мукомольном комбинате, сейчас расскажет Ахмад Баширович. Так, по мукомольному комбинату. Мукомольный комбинат, стоимость построенного комбината 3 миллиарда 347 миллионов рублей. Из них кредит Россельхозбанка под гарантию правительства Республики Ингушетия 3,4 миллиарда рублей. Инвестор вроде бы вложил 400 миллионов рублей. Похоже, также из кредита, полученного им Россельхозбанка на сумму 347 миллионов рублей. Позднее возбуждалось уголовное дело против Булгучева по статье «Мошенничество», захищение из Россельхозбанка
по подложным документам 175 миллионов рублей, поступивших на расчетные счета ООО «Сатурн», которыми он распорядился по своему усмотрению. Проектная мощность 2,4 тысячи тонн муки в сутки, 2400 тонн. В год необходимо более 400 тысяч тонн высокосортной пшеницы, 1500 рабочих мест. По заявлению главы республики срок окупаемости 5 лет. 10 апреля 2013 года данный объект с большой помпой торжественно введен в строй. Мукомольный комбинат мощностью только в первую очередь 1200 тонн переработки зерна в сутки, а в последующем при полной загрузке 2400 тонн в сутки большое благо для республики. Такое количество муки в республике предполагает снижение цен по хлебобулочным изделиям, как и на саму муку. Мы планируем реализовать хлеб по 7 рублей 50 копеек. Это слова главы республики. Мешок муки высшего сорта по 700 рублей. И подтверждение того же Булгучева. И бесплатно развозить хлеб по населенным пунктам. Зарплата рабочих мест не ниже 30 тысяч рублей. Эти меры позволят значительно снизить напряженность на рынке труда. Первоначально смогут трудоустроиться 360 человек при полной мощности, при мощности 1500 тонн. Планируется обслуживание внешних рынков таких стран, как Узбекистан, Иран, Афганистан, Таджикистан, Израиль. Аналогов данному производству нет ни в России, ни в Европе, ни в Америке. Конечно, нет таких мертвых объектов, наверное, там нет. У нас 1300 крестьянско-фермерских хозяйств КФХ. Они будут привязаны к этому комбинату, и урожай больше не будет пропадать, поскольку будут обеспечены избыт и реализация зерна. Сырье для предприятий будет закупаться в Ингушетии. Завод закупит 100 грузовых автомобилей для развоза зерна и муки. Из области фантазии. Моя задача сделать, чтобы комбинат заработал. Это слова Евкурова. Ваши, чтобы были рабочие места, прибыль, высокое качество муки, хороший маркетинг и удобная логистика для покупателей. И это в то время как Республика Ингушетия даже в среднем производит чуть больше 20 тысяч тонн в год. Да и то кормовое, непригодное для производства муки, не только высшего сорта, но и первого. Сама потребность муки в республике составляет от 50 до 100 тысяч тонн в год. Допустим, зерно пригодно для производства муки высшего сорта, но даже в этом случае всего на молото зерновых в республике не хватило бы и на месяц работы комбината с заявленной мощностью 2400 тонн в сутки. Гоголь отдыхает, маниловщина в чистом виде в государственном масштабе и полная безответственность как инвестора, так и безграмотных и вороватых чиновников из правительства. Для справки, за 9 месяцев 2014 года в Северо-Кавказском федеральном округе произведено 437,1 тысяч тонн муки. И этого хватает всему региону. Да и еще значительная часть реализуется по всей России. А у нас планируют произвести и реализовать при запущенной первой линии 1200 тонн в сутки. Почти столько же, а при доведении мощности завода до 2400 тонн в сутки. В 2 раза больше, чем производит весь Северный Кавказ, более 500 тысяч тонн муки и отрубей в год. Разве не абсурд? Так. Мертвый объект Яншице и Гаиш мой объект. Ждох много таких объектов. Не один мукомольный комбинат, тут много председателей перечислил их. За этим кроется коррупция. Без строительства там воровство. Это во-первых. Во-вторых, государственно-частное партнерство. Соил отчет в Москве, это самодал Акалаши.
Сейчас бы все, Бог хотел, на вот их берет, лёгко, на их лыбаться, с молодых, бира ходихан, класс яхан, бир дасвендихан, цай класс яхан. So на их лыбаться, so лойлина, ердарсан, экдерсан, лойлина, долгам. Я вам суе Бог помолится. Если вдашь лучше на объекте, вернуться, Бог колдава хитсвер надо. Субок, ты адлу, это ты это дох делаешь, ты hadла Бог тут был. Посолся да, субок. Бартуша. Слушай, я несколько слов добавил бы по этому заводу. Да не только по этому заводу, а по большинству построенных заводов. Большой ошибкой строительства подобных учреждений является непринятие в расчет при проектировании строительства промышленных предприятий, как за счет каких резервов будет удовлетворена потребность сырья. Мукомольный комбинат не один такой, почти все остальные построенные в последние годы предприятия похожи в этом плане друг на друга, как близнецы. За счет собственного сырья будет работать в производстве или за счет сырья из других регионов России. Если сырье завозное, заранее должны быть заключены долговременные контракты на поставку сырья, в данном случае зерна, с исключением пункта договора штрафных санкций в случае ненадлежащего и несвоевременного доставления продукта. Не менее важно, чем реализовать произведенную продукцию. Еще до строительства предприятия должны быть заключены контракты на поставку продукции с запасом прочности. Производить продукцию, которая не пользуется спросом, дилетантизм и самосбросом. В чем вообще смысл производить, если отсутствует спрос? Хозяин завода, руководитель ООО «Сатурн», который строил данный завод, Булгаков. Не путайте, это не тот Булгаков, прозаик. Наш Булгаков фантаст. Против него были недавно возбуждены уголовные дела за то, что он совместно с сотрудниками ООО «Россельхозбанк», нотариусом Назрановского нотариального округа Республики Ингушетия, руководством ООО «Имстрой» и неустановленными, как всегда, сотрудниками управления Росреестра по Республике Ингушетия, зарегистрированы на подставных лиц несуществующие объекты недвижимости, совершили хищение денежных средств ООО «Россельхозбанк» в виде кредитов на сумму 175 миллионов рублей, сообщили МВД Республики Ингушетия. Вывод денежные средства, отмытые при строительстве завода, не удовлетворили аппетиты русского инвестора, и он решил подзаработать дополнительным путем подлога. Как обстоят дела на сегодняшний день? Сколько продукции производится? Каковы штаты завода? Сколько человек трудится на комбинате? Какие суммы поступают в виде налога в бюджет республики? Сколько процентов от себестоимости сумел купить завод? Какую сумму из полученных под гарантией правительства кредитов и процентов на кредиты погасил комбинат? Насколько подешевела мука и хлебобулочные изделия на рынке республики? На все эти вопросы ответа нет, да никто отвечать не собирается. Завод, комбинат, то есть, бездействует, время от времени производя продукцию на незначительные суммы. Комбинат с момента пуска, который в апреле 2008 года прошло 5 лет, за которого он должен был полностью окупить свою стоимость, практически банкрот. Рабочих мест десяток, да и то в основном сторожа ненужного добра. Не вызывает сомнения, что это была обыкновенная коррупционная схема увода денежных средств, полученных в виде кредита под гарантией правительства на строительство. Кредит освоен, деньги распилены, завод вроде бы построен и торжественно введен в строй. А будет работать завод или нет, дело десятое. Никаких сомнений в том, что скоро правительству придется выплачивать кредиты и проценты по нему Россельхозбанку. Нет, Сатурн объявит себя банкротом, а мертворожденный комбинат вручит правительству Республики Ингушетия. Что это, если не преступление перед своим народом? Хотел бы сейчас сказать про картонажные фабрики. Построена федеральной целевой программой социально-экономическое развитие Республики Ингушетия. Запущена строй 31 января 2014 года. Стоимость 136,5 миллионов рублей. Государственно-частное партнерство. Отдано в безвозмездное пользование на 49 лет Мальсагову Ахмеду. Мощность переработки 15,4 миллиона квадратных метров сырья в год. Производство 3-5-слойного гофрированного картона. Рабочие места 117. Окупаемость 3 года не окупил. В Чечне, в Осетии давно такие фабрики рентабельно работают и приносят республике пользу. Фабрика построена, торжественно введена в строй.
но, как и все другие предприятия, построенные в последние годы, бездействует. Как сообщали средства массовой информации, на Ярославской картонажной фабрике проходили обучение специалисты из Республики Ингушетия. Но не они, не привлеченные специалисты, мертворожденную фабрику, как видно в действительности, не сумели оживить и наладить работу. И это при том, что говорилось, на фабрике установлено самое совершенное оборудование. Фабрика сразу же была передана частному инвестору Ахмеду Мальсагову в рамках программы государственно-частного партнерства. Правда, непонятно, какие средства вложены частным инвестором в фабрику, когда она построена полностью за государственный счет. И даже коммуникационные подведены государством. Но это не столь важно. Главное, чтобы фабрика работала и производила продукцию. Главное, Ахмед Мальсагов взялся запустить завод на полную мощность. Процитирую газета «Сердало», август 2014 года. Частный инвестор Ахмед Мальсагов пришел на картонажную фабрику всего какие-то месяц-два. Но как серьезный и вдумчивый человек, без раскачки и сомнений, взялся за реализацию важной для экономики Ингушетии задачи. Значимость того, что он делает, мы поймем, если вспомним судьбу тех же Сурхангинского кирпичного завода, Карабулакского завода переработки мусора. Конец цитаты. Ничего изменить вдумчивому, серьезному человеку не удалось. Фабрика бездействует. О причинах, которые позволяют запустить фабрику, Ахмед Мальсагов предпочитает не говорить. Они, видать, серьезные, если и он не сумел оживить фабрику. Надо признать, что несколько раз продукция все же в небольших количествах выпускалась. За два захода 11 тысяч и 17 тысяч упаковочных коробок в 2014 году. Приглашались также представители ООО «Астраханская фабрика тары и упаковки» для производственной кооперации, другими словами, для оживления фабрики. Но и они, конечно, в счете по информации не согласились взяться за реанимацию фабрики. Фабрика простаивает, а срок окупаемости уже прошел. Надо признать, что в отличие от мукомольного комбината и агропромышленного комбината «Атлас», при строительстве картонажной фабрики заранее были заключены договора на поставку сырья с предприятиями «Эрнак», Кабардино-Балкария, «Маяк», город Пенза, и «Монди», город Сыктывкар. Ахмед Мальсагов, оставив неподъемную картонажную фабрику, благополучно перешел поднимать сельхозбанк. Явкуров посчитал, что это более значимый объект, который необходимо срочно реанимировать. Картонажная же фабрика простаивается. Завод «Полимер» также построен по федеральной целевой программе. Введен в действие в феврале 2015 года. Продукцию полимерной трубы и облицовочный материал. Мощность завода составляет 18 тысяч тонн в год. Стоимость данного объекта составляет 330,6 миллионов рублей. Из них 320 миллионов рублей из бюджета Ингушетии программа ФЦП Республики Ингушетия, в том числе 136 миллионов рублей оборудования. Оборудование немецкое. ЗАО «Техстрой» вложил 120 миллионов рублей, установил дополнительно к уже имеющемуся оборудованию экструзионную технику для производства полиэтиленовых труб. Срок окупаемости 4 года. Срок прошел. Рабочие места 177. Работает около 50 человек. Подобные заводы имеются в Ростове и в Краснодаре. На его производственных линиях выпускаются трубы диаметром от 63 до 1600 мм для прокладки газовых сетей, водоснабжения и канализации. Сырьем для изготовления труб является крошка марки П-100, который изготавливает завод «Казань Оргсинтез» Республики Татарстан. Это единственное в России предприятие, которое производит такую продукцию монополист.
Именно поэтому, наверное, и заключено государственно-частное партнерство с ЗАО «Техстрой» из Татарстана. Завод сразу же после ввода в эксплуатацию передан в аренду на 49 лет с правом последующим выкупом ЗАО «Техстрой». В Республике Ингушетия создано обособленное подразделение ЗАО «Техстрой» ООО «Техстрой Ингушетия», занимающееся наращиванием производства и взявшие на себя обязательства по обеспечению сырьевой базой предприятия, гарантированному сбыту продукции. Весь сбыт продукции ведется через Казань. Постоянный клиент структуры «Газпром» в 2016-2017 годы произведено по 7 тысяч тонн продукции, менее половины от проектной мощности. Генеральный директор ООО «Техстрой Ингушетии» Евгений Николаев. Зарплата работников завода в пределах 20 тысяч рублей. На сегодняшний день работает около 50 человек. Это меньше трети от заложенного проекта рабочих мест. Завод вышел на уровень рентабельности. Очень важным вопросом является, где платит налоги ООО «Техстрой Ингушетия» и сколько платит налогов вообще. Только в случае, если налоги оседают в Республике Ингушетия, можно попытаться оправдать сдачу в аренду предприятия на 49 лет, а по сути дела навечно. Сдачу нового предприятия, построенных на бюджетные деньги, выделенные республике, оправдать сложно. Если польза от завода только рабочие места, то это неэффективное вложение государственных средств. По неподтвержденной информации, которая у нас имеется, арендная плата составляет всего 10 миллионов рублей в год. Это говорит о том, что бюджет республики за 49 лет аренды предприятий поступит столько же средств, сколько потрачено на его строительство. Что это такое? Дилетантство или коррупция? И то, и другое преступно. Но сам по себе факт, что завод среди многих других предприятий, построенных за последние годы, хотя бы функционирует, производит продукцию, является фактом отрадным. Хоть какая-то польза. Фото и видеоматериал. Завод по изготовлению отопительных радиаторов. Производство алюминиевых и биометаллических радиаторов отопления. Единственный в своем роде на Северном Кавказе. Введен в строй 14 апреля 2017 года в Баку-Хаджибека. Стоимость проекта 885 миллионов рублей. Из них 500 миллионов займ Фонда развития промышленности. Инвестор ООО АТМ, генеральный директор Магомед Полункоев. Вложено собственных средств 263 миллиона. Мощность 3 миллиона 100 тысяч радиаторов. Суммарная производительность 3,1 миллиона секций в год. Завод вступил в строй 14 апреля 2017 года. Отопительные радиаторы производятся по итальянской технологии, используется литейное оборудование 1000 атмосферного давления, обеспечивающее качественное алюминиевое литье. Строительство вело ООО АТС, заключившее партнерское соглашение с инструментальным заводом ВИЛС. Рабочие места 109 человек, работает 40. Срок окупаемости 3,3 года. Как работает завод, данные не предоставляются. Завод по добыче и переработке нерудных строительного материала в городе Карабулак введен в строй еще в 1997 году. По федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Ингушетия переоснащен. Предприятие было построено в годы советской власти и производило продукцию. Повторно введен в строй 25 июня после модернизации 2013 года. Продукцию щебень, песок, бетон. Мощность 200 тысяч кубических метров в год после перевооружения. В перевооружение вложили 149,5 миллиона рублей. Из них 90 миллионов рублей на приобретение 17 единиц техники. 30 миллионов рублей в 2011 году. Дополнительные рабочие места обещали создать в количестве 57. Функционирует рентабелен.
какие средства поступают в виде налогового бюджета, у нас информации нету, но по нашей информации дополнительных рабочих мест там нет, сколько работал, сколько продолжает. Но этот завод хотя бы работает, он работает. База была. Да, еще да. Там есть рабочие места, там есть продукция. Завод сборно-монолитного бетона города Карабулак по федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Ингушетия. Он был и раньше. Сам завод был построен еще в апреле 1984 года и рентабельно производил продукцию года советской власти. Продукция железобетонной конструкции, плиты, перекрытия, сваи, бордюры, перемычки, опоры, ЛЭП, лестничные марши и так далее. Стоимость перевооружения 587 миллионов рублей. Из них 367 миллионов рублей направлены на закупку технологического оборудования. Мощность 50 тысяч кубических метров в год. Дополнительные рабочие места 101. Работает периодически. Завод не производит продукции, только периодически, иногда по 20 человек. Окупаемость 5 лет, введен в строй 16.09.2016 года. Производит продукцию от случая к случаю, по большому счету простаивает. Большая себестоимость продукции не позволяет конкурировать с продукцией Новопавловского завода Ставрополя. Плиты продолжает по-прежнему завозить из Новопавловска. Смысл какой-то, да? На перевооружение, подумайте, вложено больше 500 миллиарда рублей. 500 миллиарда рублей. И эти 500 миллиарда рублей должны были окупиться в ближайшие годы. Но в силу каких причин, я не знаю, но у меня информация от специалистов, что по себестоимости эти плиты получаются дорогими, и нашим гражданам намного дешевле покупать плиты с Новопавловска, поэтому эти плиты, которые 1-2 раза они пытались производить, здесь не покупают, потому что человек ищет там, где дешевле. Но 500, 500 миллиарда рублей вложено. Завод по производству сухих строительных смесей введен в строй в 2018 году. Стоимость 100 миллионов рублей частных инвестиций. Мощность 90 тысяч тонн продукции в год. Проектное число рабочих мест 55. Работает уже 32 человека. Все это сухая информация по заводу сухих строительных смесей. Производство двигателей малой мощности. Техническое перевооружение за счет бюджетных средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Ингушетия. Первые производственные площади завода были введены в эксплуатацию еще в 1998 году. Мощность 47 тысяч насосов, исток-1 и исток-2 в год, центробежные скважинные насосы. Производили также зернодробилки, газонокосилки, строительные огородные тележки, отопительные печи, лестницы, стремянки, цепи и так далее. Стоимость перевооружения 197,5 миллионов рублей. Заявленная стоимость. Но по моей информации, эти деньги перевооружения вложены не были. Но это только моя информация, я не уверен. Рабочие места должны были быть 310. Сегодня периодически работает где-то 10-20 человек. Завод, по сути дела, простаивает. Срок окупаемости 5,4 года. Введен в строй 10 июля 2014 года. Построен новый цех по производству насосов для добычи воды. Запущены новые производственные линии за счет перевооружения. Завод не работает, несмотря на то, что глава республики российским средством массовой информации делает заявление следующего содержания. На бюджетные средства реанимирован Назрановский завод электродвигателей малой мощности, долгое время простаивающее предприятие работает в нормальном режиме. Российская газета номер 269 от 26 октября 2014 года. Заявление Евкура при открытии перевооруженного завода. Таким образом, сегодня мы можем сделать вывод о том, что реализация данного проекта послужит фактором удвоения валового регионального продукта, борьбы с безработицей, увеличения поступления в бюджет республики. Машиностроительный комплекс должен стать одним из главных приоритетов экономического развития Республики Ингушетия. Не стал. Завод ДЕФА.
Продукция микроавтобусы. Дело. Стоимость 402 миллиона рублей. Частная, я вам должен сказать. Мощность 500 штук в год. Рабочие места 100, 200 в смежных областях. Срок окупаемости 5 лет. Правительство Республики Ингушетия планировало наладить совместное производство микроавтобусов с южнокорейской компанией «Део» в течение 2014 года. Срок строительства производства был рассчитан от его начала до самого выпуска 8-10 месяцев. Основной инвестор, директор компании «Канкор Холдинг» Юнус Гагиев, руководитель проекта Габраил Марзиев. В проект вложено около 150 миллионов рублей. Запустить завод должны были еще в 2014 году. Грозились поехать на форум в Сочи в сентябре 2014 года на автобусы собственного производства. Но не случилось. Резкий рост стоимости импортных комплектующих из-за повышения в 2 раза курса доллара сделал выпуск автобуса нерентабельным, а и сам автобус дорогостоящим и неконкурентоспособным на рынке отечественных автобусов. Стоимость поднимается до 7 миллионов рублей, в то время как российские автобусы подобного класса стоят 1,5–2–3 миллиона рублей. Так, экономический кризис в России отразился на судьбе этого проекта. Я уверен в том, что этот проект заработает. Точка невозврата уже пройдена, заявил инвестор Юнус Гагиев. На случай, если не получится с автобусами, нам предлагают другие варианты. Глава республики распорядился подготовить предложение по диверсификации, но мы надеемся производить то, что намечали, сообщил руководитель проекта. И инвестор здорово потратился, и теперь ему важно, чтобы была отдача. Мы, конечно, будем помогать ему во всем, сказал министр экономического развития Республики Ингушетия. Таким образом, будущее завода пока туманно, но есть надежда, что немалые денежные средства, уже вложенные в производство, заставят инвестора искать выход из сложившегося форс-мажора, и завод заработает. Во всяком случае, вины инвестора в том, что завод в назначенное время не веден, действий нет. Действительно, Швардак до Ашхана, в 2 раза курс доллара повысился, рубль упал. А оборудование надо было закупать в Южной Корее за валюту. В принципе говоря, если бы он до этого был бы построен, даже если бы, наверное, и до этого, если бы был построен, то он уже становился нерентабельным, потому что поэтому, ну там нет злоупотребления, там инвестор действительно вложил большие деньги, и наоборот, он улетел в данном случае. А ту помощь, какую ему обещали оказать, насколько мы информировали, никакую информацию, его просто бросили на производство, и все. Да. Швейная фабрика Ингушетия, село Алиюш. Федеральная целевая программа СР-3. Начато строительство в 2014 году. Введен в строй в 2017 году. Объект не принят госприемкой до сих пор. Генеральный подрядчик, как мы узнавали, находится в бегах, заведено уголовное дело. Продукция трикотаж. Стоимость объекта 625,4 миллиона рублей. Проектная мощность 1 440 000 000 трикотажных изделий в год. Не производят, простаивает, пытаются объединить с другими подобными производствами и сделать из него губ. Мощность 1,65 миллиона изделий в год, 120 000 единиц изделий в месяц. Рабочие места по проекту 770. Работает периодически не более 15 человек, мы узнавали. Срок окупаемости 5 лет. Средняя зарплата 15 000 рублей. Вообще-то это минимальная зарплата должна быть 15 000 рублей, а у них на новых предприятиях 15 000 это средняя зарплата. Предполагаемые поступления налогов 140 миллионов рублей в год. Предполагаем. Фабрику ввели в строй в 2017 году, ведется подготовка персонала. Набор швей будет происходить поэтапно. Интересно, насколько растянется этот этап, если на сегодняшний день они приняли на работу 12 человек за несколько лет. В настоящее время обучились и нарабатывают опыт пошива порядка 460 работниц. Хотелось бы знать, где они нарабатывают этот опыт.
на каких таких предприятиях мастерских. Руководитель региона, посетивший фабрику инспекции в октябре 2016 года, заявил: сейчас нужно заняться поиском крупных поставщиков тканей и подписать с ними соглашение о сотрудничестве. По-моему, надо было чуть раньше этим заняться. Делать выводы о жизнеспособности предприятия и рентабельности пока преждевременно, но есть надежда, что данное производство с грехом пополам, но будет производить и реализовывать продукцию, будем надеяться. Очень важно, заключены ли долговременные контракты на поставку сырья, так же, как и контракты на поставку своей продукции в другие регионы Российской Федерации. Имеются договора о поставке высококачественной ткани из Узбекистана и Индии, это официально. А теперь то, что неофициально. Швейное оборудование, которое, они говорят, суперсовременное, не имеющее конкуренции, швейные станки, машинки, которые они закупали якобы, оказывается, не итальянские, а самого дешевого, как говорится, пошиба китайские. Да. Вот так нам и врут. Потемкинские деревни строят, ленточки рвут, где-то чапельки кушают, а где-то показывают несколько женщин, которые сидят за швейными машинками. И все, это предприятие может не работать. Очковтирательство. Руководитель или подрядчик, который этим занимался и занимается, он обязательно сидит под каким-то уголовным делом, потому что его заставляют подписывать какие-то бюджетные документы. Основные откаты идут в сторону тем, которые не подписываются и не расписываются ни в чем. А эти бедные здесь председатели потом в лучшем случае ударяются в бега или получают какие-то, ну хоть малые, но сроки. Вот такая у нас система ФЦП. Это итог. И комбинат детского питания тоже. Еще я сейчас продолжу. Маленькая ремарка. И закупили всего-то 25 рабочих швейных машин. Не 770. И даже не 450, которые уже они рапортуются о подготовке рабочего персонала, 460 цифр. 25 рабочих мест там сегодня. И то наполовину только задействовано. Тимур. Да. Ну, я видел репортаж, сам видел, за машинку жлата, же видел репортаж. 25 рабочих столов там на сегодняшний день существует. Как они эту картинку создали, мне тоже удивительно. Более того, нет даже закроечных машин. Швейная есть, закроечная нет. Этот полуфабрикат, они должны, по крайней мере, какую-то первую продукцию они возили в Ростов, чтобы они там закройку произвели. Вообще любое предприятие предполагает кройки и шитья, да? Обязательно. Кройка нету, шитья. Это издевательство вообще, я не знаю. 25, а вот это... Я так думаю, что если бы у него не было бы этой информации, он не говорил бы. Это достоверная информация. Это человек, который там варится, наверное. Закройте там другие ножи там. Так, по комбинату детского питания Ингушетии, село Альюс. Почему-то у нас все Ингушетия называется. Бренд нормальный. Тоже в рамках ФЦП СРИ начал работу в сентябре 2015 года. Комбинат специализируется на производстве сухих смесей из круп различных злаков для детей от 6 месяцев. Каш быстрого приготовления безмолочных, молочных и с натуральным фруктовым вкусом. Кукурузная каша ешка. Узнать еще какие каши, конечно, мы не смогли. Но ешка, говорят, есть. Стоимость 280 миллионов рублей. Мощность 2,4 тонны продукции в сутки. То есть 5000 пачек в сутки. 5000 пачек. Для удовлетворения потребностей жителей республики необходимо 135 тонн сухих смесей и 35 тонн молочных смесей и каш. Всего 170 тонн такой продукции нужно республике для удовлетворения нужды одних суток. Окупаемость 3 года. Посетил комбинат, это слова Евкурова, посетил комбинат детского питания, где производится широкий ассортимент продукции, в том числе сухие смеси из круп для детей от 6 месяцев, молочной и безмолочной каши, быстрого приготовления и другой. Мощность запущенных производственных линий позволяет не только удовлетворить нужды республики,
но и поставлять сухие смеси в соседние регионы. Гордитесь. Вот этой мощности 2,4 тонны продукции хватит примерно на одно село. Если подумать. 5000. Ну пусть 2 села. А он еще обещает нам поставлять в соседние республики. В Чечню, наверное, да? Непонятно даже с адресом. Город Магаз, улица Борова, дом 3. А называется Алиюртовский. Вспоминается анекдот про Муму. Брежнев спрашивает, это говорит, кому памятник? Ему говорят, Чехову. А это который, говорит, Муму написал? Нет, говорит, Муму Тургенев написал. Ничего не пойму, говорит. Муму Тургенев написал, а памятник поставили Чехову. В общем, простаивают, и нет надежды на то, что начнет производить продукцию. Итог. Очередная картинка. А деньги съедены. Завод по производству алюминиевых профилей. Инвестор Тумгоя Магомед. Селение Алиев. Стоимость 310 миллионов рублей. Выделено по программе СССР Республики Ингушетия на 2016-2025 годы Северо-Кавказского региона под программу развития Республики Ингушетия. Запуск первой линии был произведен еще в 2012 году. Запуск второй линии недавно в 2018 году. Рабочие места планируемые 220, работает на сегодня, по нашей информации, около 50 человек. Продукция алюминия, профиля всех основных видов. Мощность 12,6 тысяч тонн в год. Производит пока 6-7 тысяч тонн в год. Завод, есть надежда, что завод в ближайшее время выйдет на полную мощность и будет нормально производить продукцию. Агропромышленный комбинат «Атлас», станица Троицкая, сельское поселение Троицкое. Предприятие входит агропромышленный комплекс «Инк-Агро». Завод мощностью 5 миллионов консервных банок в год. ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» 2010-2016 годы. Строительство начато в 2006 году. Торжественно введен в строй 31 декабря 2014 года. В здании комбината был накрыт стол, видеоматериал имеется, где директор ГУП «Атлас» Хаджимурат Бузуртанов представил на пробу гостям продукцию, произведенную экспериментальным цехом: маринованные черемша, томаты, собственному соку, варенье из черной смородины, айвы, израильских яблок, абрикосов, жел. Все это было предоставлено на пробу гостям. Стоимость 521 миллион рублей, из них 120 миллионов рублей на технологии. Продукции: соки, пюре, маринованные черемша, томаты, собственному соку, варенье. Объем 16 тонн в сутки, 5930 тонн готовой продукции в год, 14,5 миллионов банок в год. Рабочие места 120, дополнительные сезонные до 50. Окупаемость 5 лет. Торжественно открыт глава республики. Югнузбек выразил уверенность в том, что открытие комбината мотивирует представителей бизнеса и начинающих предпринимателей, обратив внимание на такое перспективное направление, как выращивание плодов, ягод, культур и овощей. Это пробудит жителей республики интерес работы на земле. Не пробудил. Завод так и не смог наладить выпуск продукции, не работает. Население показывает видеорепортажи с комбината о том, как комбинат завалил широким ассортиментом своей продукции рынки и магазины республики. Боляк, который разоблачает сам же глава республики, который в российской газете номер 269 от 26 ноября 2014 года в статье «Пролежит до Нового года» заявляет: подспорьем для селян станет завод по переработке плодоовощной продукции ГУП «Атлас», строительство которого завершится. Это будет первое крупное перерабатывающее сельскохозяйственное производство в Ингушетии мощностью 15 миллионов банок тонн. Вновь открывает по-новому уже открытие ранее производства. Да и то без толку, видно, придется открывать третий раз. Смысл поняли, он открыт в 2013 году, официально введен в строй, а в 2014 году он российским средством массовой информации заявляет, что скоро введем в строй. Ну забыл он, что Владимир говорит. С середины 2015 года власти заявляли, что концерный комбинат «Атлас», входящий агропромышленный комплекс «Инк-Агро», вышел на производственную мощность. Как сообщила заведующая производственным комплексом
Асет Евлоев, на сегодня завод выпустил уже 110 тысяч банок помидоров, выращенных на собственных полях. Своих посевных площадей у комбината более 300 га. В 2016 году обещали собрать 90 тонн огурцов. В прошлом году законсервировали порядка 400 тысяч банок. Консервные и овощи развозятся по различным торговым точкам республики. Предусмотрены большие скидки. Куда они, интересно, доставлялись? Нужно просмотреть налоговые декларации. Комбинат полноценно не работает и по сегодняшний день. И если сказать правду, вообще не работает. Весной 2015 года комбинат по поручению главы республики проверяли депутаты Народного собрания Республики Ингушетия по причине того, что землю, принадлежащую ГУПу, не обрабатывается должным образом. Кроме того, по какой-то причине простаивают находящие в септичном состоянии тепличные хозяйства. Другими словами, комбинат не сумел наладить производство, необходимое для производства сырья, овощей и ягод. Опять те же грабли. Теперь собирается передать с таким трудом построенное дорогостоящее производство инвесторам. Как у нас в республике находят инвесторы, объяснять нет необходимости. К примеру, МАС, государственно-частное партнерство по уже построенным за государственный счет производства. Сдача на откуп или же навязывание инвесторам разворованное в процессе строительства предприятия для доведения его до проектных мощностей. Именно поэтому и отдаются безвозмездные пользования на 49 лет. Мол, за такое время успеешь вернуть вложенные дополнительные средства. Вот такое у нас государственно-частное партнерство. Нужно очень серьезно реагировать на такую халатность со стороны ответственных лиц и заставить их исправить недопустимую ситуацию, заявляет при этом глава республики. Заставить? Кого же заставить? Может, директора мелкомбината или директора картонажной фабрики? Обратите внимание, сколько противоречащих друг друга заявлений за эти годы руководитель региона и другие ведомства, имеющие отношение к строительству и запуску комбината, вводят в заблуждение граждан республики, вообще без зазрения совести, пытаясь таким образом скрыть от народа свою полную некомпетентность и вороватость. Собирались выставить на аукцион по продаже, вложили сотни миллионов рублей и теперь, вероятнее всего, хотят продать или отдать аренду на 49 лет, то есть пожизненно, за бесценку. По нашей информации, усиленно ищут инвесторы, которые взял бы на себя ответственность по доведению предприятия до ума. Говорят, что для этого потребуется не менее 200 миллионов рублей. В Чеченской республике успешно работает подобный консервный завод, построенный по тому же проекту с несколькими линиями производства. У нас же одну линию съели чиновники и построили вместо полноценного завода обыкновенный консервный завод. Цех. Не завод, а цех. Я еще хотел бы добавить, касаясь ГУП «Атлас». Туда вложены большие деньги, больше полмиллиона. Да, 521 миллион рублей. Очень большие деньги. Обратно, как и с мукомольным комбинатом. Завод построили, овощей на плоду ничего нет, не запланировано. По логике вещей, за несколько лет до этого уже должны были быть заложены сады, пашни, все. Продукция должна была проводиться, чтобы с первого же дня завод полноценно начал работать. Ничего этого не сделал. Мало того, что сам завод банкрот. Есть такой у нас дом отдыха, санаторий Лазаревки. Он сперва принадлежал колхозу «Победа», потом он принадлежал банку. Почему-то в последнее время им начал заниматься брат нашего главы республики. И они сейчас, это дом отдыха, передали на баланс «Атлас». С одной единственной целью. Чтобы обанкротить его, вместо с «Атласом» и продать за бесценок. И я просто хочу сказать, что это единственный санаторий народа Ингушетии, который у нас ни на Каспии, ни на Черном море нет. И считаем, лишить народ Ингушетии этого единственного учреждения, продать его, что это преступление перед ингушским народом. И сейчас эти власти с помощью этого же самого руководителя пытаются лишить нас еще, помимо этого предприятия, и базы отдыха в Лазаревском. Сколько с Ингушетии туда отдыхать поехали со дня открытия этой базы?
Я не знаю, что за последние годы туда ни один человек не поехал, или что, по моей информации, он искусственно введен в долги, чтобы потом за бесценок выкупить его, обанкротить и выкупить его. И выкупить его, конечно, или по подставным лицам, или по этому, конечно, его куру. Завод минеральных вод «Очелки», ФЦП, социально-экономическое развитие Республики Ингушетия. Перевооружение произошло в 2012 году, открыта новая производственная линия, затрачено 1 миллиард 262 миллиона рублей, кредит под гарантией правительства Республики Ингушетия. Продукция минеральная вода, мощность 336,9 миллиона бутылок в год, 22 тысячи бутылок в час, 800 тысяч бутылок ежедневно. Рабочие места 600 человек должно было быть, работают 10-12 человек. Сколько? 10-12. И дублеры 15 человек. Окупаемость 2,3 года. Общий объем ООО «Артис» различные производства составляет около 7 миллиардов рублей. Из них кредит под гарантией правительства Республики Ингушетия больше 3 миллиардов. Подошедшая до нас неподтвержденная официальная информация, завод не в силах выплатить кредиты, в связи с чем передан доверительное управление Сбербанка Российской Федерации в счет погашения кредитов. Завод производит продукцию, данные не дают, рентабельность не дают, и сколько платят налогов тоже не имеется возможности получить эти данные. Мухаммед Каштиев, стекольный завод. Товарищ, по вашему поручению я ездил на стекольный завод села Сагапчи. Там с обоих сторон производственная бывшая проходная и построенная новая закрытая. Ни одной живой души не было ни во дворе, ни в окружности. Высокий забор построенный, видать только крыши, 3-4 цеха, по предположению 3-4 цеха там построены, красивые крыши, покрашенные в зеленый цвет. Сдалека объекты кажутся очень симпатичны, красивые. Ну, 3-4 объекта. Эти объекты не стоят те суммы денег, которые здесь указываются. Никаких там подъездов, ничего там нормально сделано не было. Внутрь зайти невозможно было. Что там в корпусах содержится, что там делается, я не знаю. Но живого человека там не было. Ни в окружности, ни внутри, как я сказал. ФЦП «Юг России», промышленно-производственный кластер занимал «Артис». Строительство начато в 2008 году и продолжено в 2011. Должен быть спущен строй в 2013 году, должна была пустить строй. Продукция «Спектр». Строительство завода занимается ООО «Артис». Мощность 286 миллионов условных бутылок в год. Рабочие места 264. Срок окупаемости должно было быть 2 года 3 месяца. Стоимость. Окупаемость, да. Стоимость окупаемости. В 2012 году на строительство инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары в Республике Ингушетия компания успела освоить 951 миллион рублей на строительство, планирование новых финансовых вливаний на завершение строительства стекольного завода. Сагапши. Развитие инфраструктуры по разливу минеральной воды. В 2013 году перечислено 500 миллионов рублей по программе «Юг России» на перевооружение. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 ноября 2011 года, номер там такой 2158, об утверждении паспорта реального инвестиционного проекта строительства инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары в Республике Ингушетия было запланировано на 2012-2013 годы 3 миллиарда 127 миллионов рублей. Для обеспечения объекта сырьем было начато строительство 3 горно-обогатительных комбинатов, 2 села Гайрбек-Юрт, 1 вблизи города Карабулак. По выбранной схеме государство должно строить к ним инфраструктуру, оборудовать
карьеры, построить дороги до завода. Инвестор сам комбинат. Ни сам завод, ни горно-обогатительные комбинаты до сих пор не построены. Но государственные денежные средства на строительство, реконструкцию завода, а также инфраструктуры к нему большой частью освоены. Прокурорской проверкой не раз выявляли целый ряд грубых нарушений при использовании бюджетных средств на строительство завода. В строительстве завода изначально заложена ошибка. Не предусмотрена строительность железной дороги от горно-обогатительного комбината к заводу. На завод с мощностью сотни тысяч единиц стеклянной тары в день автотранспортом сырье поставлять нереально. Обещали запустить в 2016 году. Это было интервью Абу-Бакара Азиева, Зарен Заура от 28 сентября 2016 года. Завод не работает. Завод на сегодняшний день, как я уже сказал, не работает. Ни одной живой души нет, ни внутри, ни в окружности. Стоимость всего 1,6 миллиарда рублей, чтобы вы знали. 3 миллиарда это для чего? 3 миллиарда это вместе с обогатительными комбинатами, со всеми делами. Завод по производству светодиодных ламп, город Малгобек, строится в рамках ФЦП СЕР Ингушетия. Введен в строй в 2017 году, должны были ввести в 2016 году. Строительство начато в 2013 году. Стоимость 1 385 000 000 рублей. Мощность 300 тысяч светильников и 400 тысяч филаментных ламп в год. Дополнительное производство паст для толстых пленок. Что за паста, я не знаю. Обещают довести налоговые поступления до 230 миллионов рублей в год. Хорошо обещают. Продукция, светодиодная осветительная техника, лампы. Рабочие места 200. Работает 12 человек. Почему-то и здесь, и в швейном комбинате по 12 работают. По дюжине. В проекте было почти так же, как и там. 720 человек, в швейном комбинате 770. Срок окупаемости 5 лет. Запуск предприятия станет залогом стабильного экономического роста, в значительной степени повлияет на снижение напряженности на рынке труда, а в последующем и уровне дотационности республики, сказано официально об этом предприятии. Хотелось бы верить, но, по-моему, именно по этим причинам его и не запускают. А он официально запущен, он не работает. Вот я говорю, запустили, но чтобы не работал. Выясняется, что завод после завершения строительства должен войти в состав российского оптико-электронного холдинга «Швабы» в рамках государственно-частного партнерства. Вопрос, где будет платить налоги завод. Если по месту регистрации «Швабы», то какая от него польза республике? Зачем его строили и для кого? Непонятно. Разве для пополнения бюджета и уменьшения дотационности республики он и намечался, и строился. То же самое, как с трубным заводом, да? Построили, за копейки передали. Пока еще контракт с ними заключить, эта организация не торопится. Тут у меня вызывает удивление вот один момент. 1 миллиард 385 миллионов рублей. Это большие деньги. Очень большие деньги. И это строительство, насколько вы помните, анонсировалось 2-3 года. Наконец-то построили все. Ну, если такой 1 миллиард, почти 1,5 миллиарда вложить, и чтобы завод не работал, я очень считаю, это нонсенс. Это преступление. Это не просто преступление, это система какая-то. Это государственное, не государственное, я не знаю, это систематический повторяющиеся преступления против ингушского народа. Вот все, что мы перечислили, картинка одна, кроме одного-двух частных предприятий, которые более или менее стараются. Потому что там есть хозяева, да, которые не дают воровать свои деньги. Да. Остальное по одной и той же схеме. Построили на 720-770 мест, 12 человек работает, вместо итальянского завезли китайское, и пошло по бороде, как говорят, азиаты пустили миллиарды, трава не растет. Это не просто
оплошность, там, ошибка или неумение работать. Это какое-то целенаправленное преступление. Умение есть, нет. Сейчас я вам освещу два объекта, которые построены при нынешнем президенте Узбеке Мамадгиревиче. Объекты строятся в большом количестве, даже иной раз удивляюсь, но ни один объект до логического завершения не доведен. Ровно наполовину средства уже кончаются, и из-за этого уже он становится долгостроем. Многие объекты такие. Вот я зачитаю вам один из них. Мясомолочный комплекс, который находится в селах Самопши, на 800 голов. Продукцию он должен был выпускать молоко, там мясопереработка. Стоимость 718 миллионов. Из них на немецком оборудовании там линия должна была на 195 рублей. Миллионов рублей, да. В стоимость объекта еще входил молочный комбинат, который до сегодняшнего дня, вот сейчас я интересовался, вроде бы говорят, что запускает второй цех. Один цех худо-бедно работает, выпускает, ну, в общем, если посчитать в процентном отношении, процентов на 15-20 всего. Я, насколько понял, там запланировано было законченное производство Алчина. Молоко производит, и там же рядом, и там же это молоко перерабатывается, и продукция поступает уже на продажу. Ну, средства кончились. В связи с этим было заведено дело на Цичоева Султана. Ну, у нас как, дела заводятся, но не доводятся до конца. Да, поэтому это у нас в порядке всего это. Мощность 6 тысяч тонн молока в год. Это примерно в месяц 500 тонн он должны были продукцию давать. На сегодняшний день дается продукция где-то 7-8 в месяц тонн. И из них, так как мясомолочный завод из-за отсутствия цехов в соседние республики увозят, там перерабатывают что-то туда. Ну, в общем, опять же, составляющая, коррупционная составляющая. И 100 тонн мяса. Мясо вообще никто не видел. Там даже местным этим работникам, даже вот на празднике они рассчитывают никакого мяса там, чтобы там. Потому что племенной скот закупили 800 голов. И это. Рапортует, что в сутки дает корова каждая по 25 килограмм молока. Это первый отел, второй отел всего. Потому что были они закуплены еще не телями. Так, и 380 телят вроде бы от этих 800 коров получили. Вот в газете «Сердало» там пишут, что 40 тонн молока, Батырбеков есть такой корреспондент, что в день дается 40 тонн, а в 4 раза, в 5 раз даже эти завышенные. Так, большая часть молока отправляется в соседние регионы для переработки, так как перерабатывающий завод он не существует. После этого сейчас Албаков Мухажир был исполняющий директор. Ну, он сейчас выкупил его, якобы ему дали в аренду на 49 лет безвозмездное пользование. И он должен теперь за свой счет, если желание есть, нет, так это все, как говорится, и останется таким. Министр, я его не знаю, не уточнял. Министр экономического развития. Да, присвоил статус инвестора предприятию, благодаря чему он был освобожден, директор, от арендной платы за комплекс, а за землю он платит всего 5%. И за 2 года буквально на 27 миллионов рублей республика недополучила 27 миллионов рублей. Опять же, здесь прокуратура ведет расследование, но у нас заводит дело и все. Соответственно, видать, свыше дается команда все приостановить дело, и никто ничего дальше не это.
Вот былые говорят, хорошее, сегодня хорошее, это хорошо забытое старое. Вот из старого, вот в коммунистическое время, каждый из нас тоже, наверное, захватил этот период, поэтапно работа велась на объектах. Вот построим фундамент, приехали, сразу проверили, за фундамент тебе, на фундамент дали, построим фундамент, дальше на стены тебе дали деньги. Построил стены, дальше на крышу дали, потом на облицовку, потом благоустройство, соответственно. Сегодня сразу отдают деньги наперед. Там, и ясное дело, человек это, вон в Китае за патрон платят, расстреливают, и все равно у них коррупция это и идет. Вот таким образом. Как специалисту. Да. Как специалист. Как специалист дополнил. Да. Вот и иной раз вот смотришь грузинское телевидение, но он сегодня, вот когда он этот объект, перед ним по стойке смирно отвечает на каждый вопрос, все объекты сдаются. Вот поэтому мы и консервы оттуда берем, которые они сейчас выпускают, и молоко, и любую другую продукцию завозим оттуда, потому что или Кабардей, Чечня, да, Чечня вот в воскресенье ждем, каждое воскресенье ждем субботы и едем туда и берем эту продукцию, которую они завозят к нам. Но это все-таки смехотворно, конечно, и обидно тоже до слез. Потому что как-то и объяснить это... Идрис, да. Несколько слов Мухаду добавил как специалист. Да. Первоначально этот комплекс, когда начали строить, этот комплекс был передан дилетантам. Там не было ни одного специалиста сельского хозяйства, ни зоотехника, ни агронома. Дилетанты эти строили. Поэтому этот комплекс специально построен для воровства. Во-первых, там эти телки не виноваты. В комплексе написано мясо-молочный комплекс они едят. Это скот молочного направления. Молочный комплекс они едят. Молочно-мясной едят. Мясо-молочный бывает, это калмыцкая порода, где мясо производят. Мясо ставят впереди. Кормить надо скот, 20 литров, 25 литров, правильно, эта порода дает, первоначальный отел даже дает. Но для этого есть русская поговорка, у коровы на языке молоко. Не хвост, не с хвоста надо кормить, а с языка надо кормить корову, чтобы она давала молоко. Хочу сказать по комплексу по выращиванию мяса индейки. Строящийся, да, южный. Проект вертикально интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки. Продукция мяса индейки. Стоимость проекта 3,8 миллиарда рублей. Из них 270 миллионов рублей частных средств вложено, 500 миллионов рублей по программе СЭР до 2025 года вложено. Сбербанк России должен был дать 2,2 миллиарда рублей, не дал. Мощность 10 235 тонн мяса в год. Рабочие места 450 основных и 1350 рабочих мест в смежных областях. Окупаемость 6,6 лет, 6,6 лет. Строится при поддержке государства. Должен быть запущен в 2016 году. Должен был быть, да. Но из-за того, что, насколько я информирую, Сбербанк не дал те денежные средства, которые обещал при его планировании выделить эти. Смотрите, это не только это. Азиаха ин Ангра яхал Карбулаки эффективную яхал кластери. Банк обещал, инвестор вложил, а банк потом пришел к району, не дал этого. Здесь то же самое. Та же самая картина здесь. Но в принципе говоря, 3,8 миллиардов стоимости, лишь шаг за шагом они продвигаются в школе. И насколько я информирован, там очень много сделано. Но пока государство вложило только 500 миллионов рублей на архитектуру. Они сейчас ищут дополнительные возможности для того, чтобы все-таки запустить этот завод. Царяхачтай пар школе республика молкомбината травеж. Но
соца сашижа алгова хануци еще, собственно, не марки Андасовцы. Я сейчас по новому смотрел, действительно там много чего сделано. Много чего сделано. Но, может, деньги вложены, что в ближайший год-два вам будут построить. Я не уверен, потому что если нужно почти 4 миллиарда рублей, а пока вложено только 770 миллионов рублей, это говорит о том, что эта стройка еще будет продолжаться. Ну, дайте Бог, дайте Бог. Да. Завод по производству доломитовой муки «Кавдоломит» в селе Горбани, Лиранский район. Федеральная целевая программа Социально-экономической республики Ингушетия. Завод создан на бумаге еще в 2001 году. Ну, только на бумаге. Реально введен в строй 11 июля 2013 года. Продукция. Доломитовая мука, добыча и первичная обработка известняка, производство щебня. Стоимость 89,9 миллиона рублей. Перевооружение по программе ВЦП 20 миллионов рублей. Мощность 5 тонн в час, 120 тонн в сутки, 50 тысяч тонн в год, 220 тысяч кубометров в год. Рабочие места 37, работает 4 человека. Окупаемость 1 год. Необходимо отметить, что оборудование и техника, установленные на предприятии, отвечают всем современным требованиям и изготовлены на ведущих отечественных заводах. Теперь у нас есть новый вид производства, весьма востребованный в промышленности. Успешная реализация проекта производит создать более 35 рабочих мест, что немаловажно для Жиравского района, увеличит объем инвестиций в экономику. Дополнительно организован цех, где развивает минеральную воду Таргим и негазированную питьевую воду, 5-литровые полиэтиленовые бутылки. Здесь же организован небольшой птичий двор, стандартная мини-птицефабрика со своим инкубатором и убойным цехом. Мощность 60 тысяч тонн птичьего мяса в год. Есть своя мини-электростанция и небольшая мельница для производства корма для птиц. Но при этом, по нашим данным, является убыточным. Цех по производству теплоизоляционного изделия из сланцевой крошки для губ доломита. Федеральная целевая программа. Введен в строй в 2013 году, стоимость 20 миллионов рублей. Рабочие места сколько? 36. Все готово. Этому заводу город Карабулак. В 2011 году ФЦП «Юг России». В 2011 году принята программа технического перевооружения на 41 миллион рублей. Запущен в 2008 году, стоимость 176 миллионов рублей. Продукция: керамзит, кирпич, черепица, мощность 100 тысяч кубических метров керамзитового гранита в год. Рабочие места 66. Срок окупаемости 4,3 года. Не работает. Создана ликвидационная комиссия. Завод переработки твердых бытовых отходов Карабулак. Это самое больное место не то что в Ингушетии, в России и во всем мире. ФЦП «Юг России» запущен в 2008 году. Мощность 200 тонн в сутки, 50 тысяч тонн в год. Стоимость 86 миллионов рублей. Рабочие места 150. Срок окупаемости 3,5 года. Техническое перевооружение. Не работает, разваливается. Видеоматериалы есть. Антенно-мачтовый завод. Введен в действие в 2005 году. Продукции мачты
тюнеры для цифрового телевидения. Мощность 2 миллиона тюнеров в год. Стоимость 62 миллиона. Рабочие места 200. Срок окупаемости 3 года. Завод вот уже который год не работает. Программу перевооружения не включен. Искусственно обанкротили. Персонал уволили. Завод, по нашей информации, продали за бесценок. Так, кирпичный завод. Кирпичный завод, село Сурхаты. Программа Юг России. Введен в действие в 2007 году. Продукция кирпич, мощность 30 миллионов штук кирпичей в год, стоимость 327,9 миллиона рублей, рабочие места 130, срок окупаемости 3 года. Завод по неизвестной причине не начал работать, производить продукцию, продажа по бросовой цене. Конечно, преднамеренно мы консультировались с теми специалистами по глине, по строительным материалам. В общем, с достоверной информацией мы узнали, что карьера, та глина, которая готовилась для этого кирпича, самая лучшая глина, марка высшая, везде прошла она по всем нормам. И кирпич, завод этот не стоит 327 миллионов, как максимум 100 миллионов этот завод обошелся. Поставили старое оборудование и продали его 3 дешевле, если 327, где-то за 100 миллионов он продан. Это по нашей информации, она подтверждена, и давно она не работает. Продали ее вместе с прилегающей территорией, поэтому какую выгоду получила республика, узнать нетрудно. Стоит она 327,9, 328 миллионов, а продана за 100 миллионов. И кому это было выгодно, тоже известно. Вообще у нас в республике с заводами проблемы, с кирпичными заводами. Не работает ни один из 5 заводов. Назрановский закрыт, Икаровский продан, Яндирский, Нестеровский, Галашкинский, Гиперпроцесс перестали выпускать продукцию по неизвестным причинам. В советские годы один Назрановский завод обеспечивал кирпичом всю Ингушетию. Пусть она хоть некачественная, не облицовочная была, но бутовочный кирпич был, завод обеспечивал. А на сегодняшний день столько денег затрачено, и ни один завод не работает. Почему? Этот вопрос может быть только главе и его окружающим чиновникам. Тем, кто занят этими делами. Кто продает по бросовой цене, кто строит, кто эти деньги налево-направо разбазаривает, прикарманивает, они сами там должны об этом знать. И еще одно. Тем временем, глава наш докладывает президенту Российской Федерации. С вашей легкой руки планомерно развивается Республика Ингушетия. С вашей помощью сокращено, безработица сокращена. Где и как она сокращена, когда, может быть, ближайшее окружение, у них-то сокращение есть, но безработица как была, так и есть. Развитие отброшено. Если бы народ сам не был озабочен своей жизнедеятельностью, тут был бы хаос. Это нетрудно узнать. По статистике мы находимся на 84-м месте. После нас только стоит Тува. Вот где мы развиваемся. В общем, кирпичный завод Гиперпресс, село Галашки, ФЦП СССР, Юг России, введен в строй в 2009 году. Продукция прессованный кирпич стоимостью 169,8 миллиона рублей. Мощность 5 миллионов в год простаивает. Нестеровский кирпичный завод введен в строй в 1994 году. Продукция керамический кирпич из обожженной глины. Мощность 10 миллионов штук в год. Простаивает. Кирпичный завод «Неон», село Яндари, введен в строй Астемиров Ахмед. Продукция керамический кирпич простаивает. Рабочих мест это 90. Но где эти места и кем они заняты,
Мы не знаем и знать не сможем, потому что их нету, они не заняты работой. Модушты бар, пашпошты бар, если металлян, анзалай металла дарас. Онах вы, қалсаге, масак бар, масак вуя, саге берішті, он ағайнен сіспәл жүдутышсы ваш. Шеу қамын доқы ал бейетіш хавен, со патша вуя, патша қылық әртір, ол дег әртір, ливр болса бұл. Su objektiste kontrollaylar, kan todan uskamel xuddasın, duhnağa beş bol xubbar, rezi xuddar, tağın sındiyonu, soğu vukamel gadişul. Devriyas olsun dikse görüzen aldok doğaldır, şisiga dikse bu aldok muday. Mesbiki aşur, naha hepillamız dedi, utuştuna gadişun, sunya haqluş validi, ismun deyalbar nisri deyalde şu hamketi, so ibadet xuddasın, deyalışın hadisini aleyhissalatu vesselam. Yasmal da şu haqluş. Ama bu konser yolu nardı, yazmalarda vartışı, bu subsak, kodirham doğru böyle naşvat muatsızlayan dubiye, haymel da kod mu diye rukamın hak. Diye vazgeçer, hangi rahatsız olayı, tam bu var, sunmaz, daha ben davakçı mekboz var, ama hangi bu diye katsın, daha satak etim, bir mekir hal. Diye rüya solşan, bak kulşan. Кирпичных заводов. Два из них Сухохинский и Гиперпрос построены по программе Юг России, просто для уточнения. Нестеровский кирпичный завод еще при зоне экономической благоприятствия был построен. Кирпичный завод не он, в Яндре это частные предприятия, но мы их коснулись потому, что это тоже промышленные предприятия. Мы вообще ни одно промышленное предприятие, которое на сегодняшний день функционирует или функционировало в Ингушетии, не оставили без внимания. Насчет НИОНа у нас есть информация, что там идет модернизация и что в ближайшее время этот завод все-таки начнет производить. У нас сегодня ситуация такая, что на территории Республики Ингушетии кирпич вообще не производится. Это для республики это большой минус. За решение завод ВИЛС, я хотел сказать, это частное предприятие, никто туда никаких денег не вкладывал государственных, но просто я хотел бы сказать, что он худо-бедно дышит, работает где-то на, может быть, на 1/10 часть той возможности, которые позволяет помещение цеха. Просто я хотел бы сказать, что вот там ничего, ни деньги не надо вкладывать, ничего не надо. В принципе говоря, можно было бы, если бы наши власти поддержали бы каким-то образом. Это мы говорим не потому, что нас кто-то попросил об этом сказать. Вот туда можно было бы государственное, частное партнерство сделать, государство помочь этому участнику, и этот завод реанимировать. И вы же помните, в советское время один этот завод кормил целый город, и трикотажная фабрика. Просто мне обидно, что этот завод ВИЛ сегодня не используется, не используются те возможности, которые предоставляет его производственная мощность. Как видно из материалов анализа, за эти годы за счет федеральных целевых программ и привлечения под гарантией правительства Республики Ингушетии кредитов построены и перевооружены или модернизированы более 23 промышленных предприятий на сумму более 13 миллиардов рублей. Построенные объекты должны были значительно увеличить поступление в бюджет республики налогового сбора, тем самым уменьшив дотационность республики. Бюджет, согласно проектам документам строящихся предприятий, дополнительно должны были поступить сотни миллионов, если не миллиарды рублей. Где они? Их нет. Более 5000 рабочих мест промышленности, согласно проектам документации построенных и модернизированных предприятий. Где они? Их нет. На всех промышленных предприятиях Республики Ингушетия работает всего чуть более 600 человек, как наглядно видно из приложенной схемы. Это факт, который виден невооруженным глазом. И в это же время глава республики не моргнул глазом докладывает президент России о том, что благодаря ФЦП развитию Ингушетии создано более 7000 рабочих мест. Если в 2008 году уровень общей безработицы, как он докладывал, с его информацией, составлял 49%, это при предыдущем президенте, то в 2018 году всего лишь 26% с половиной. Он сейчас заявляет, что у нас уровень общей безработицы сведен до 26%, что у нас безработен только каждый 4-й гражданин республики.
Давайте посмотрим, что из этого получается. По его данным выходит всего 9%, которые были отняты. Те проценты, которые он говорит 26,5, получается 22%. Он докладывает, что он на 22% уменьшил уровень безработицы, общей безработицы в Ингушетии. Теперь смотрите, проанализируем. Количество экономически активного населения республики где-то 240 тысяч человек. За 400 тысяч человек дали около полумиллиона. Экономически работоспособных было уже 240 тысяч человек бывает. 20% от 241 тысяч составляет 53 тысячи. Если посчитать, а по той методике, которая есть общероссийская, экономически активное население, неактивное население, из него уже исключается. Я так думаю, и инвалиды, и пенсионеры, и дети. Я не думаю, что экономически активные и пенсионеры, и дети, и все составляют больше половины населения. Я не думаю. Если мы где-то говорим, что у нас 500 000, то есть жителей у нас в Ингушетии где-то, не может быть, чтобы половина из них не было экономически. Почему вы не учитываете то? Куда бы ты, в какое предприятие не зашел, там, вот я вчера был в ГАИ, если бы принимали иногородних необходимых специалистов, это дело другое. Секретарь сидит, Осетинка, Фаняхдяр сидит, русская, Фаняхдяр стоит, русский, Фаняхдяр стоит, местное население не принимают на работу. Из республики ты имеешь. Иногородние сидят кругом. Вот а здесь отчитывают, что рабочие места создали. Согласен. Если придерживаться данных, которые публикуют власти, правда, при встрече с президентом России Путиным Меркурий поскромничал и доложил о том, что при его правлении созданы дополнительно десятки тысяч рабочих мест. Насколько я помню, 20 тысяч. Да. Я еще раз говорю, это не последняя встреча с Путиным, где он заявил 7 тысяч, это было пару лет назад. Но информация об этом имеется. Мед бы его уста, да народ бы на него молился бы, если это была правда, хоть чуть-чуть похоже на правду. А регистрируемая безработица, так мы вообще довели до 8,9%. Почти догнали Москву по уровню безработицы. И никто не красивит, когда озвучивает такие фантастические нереальные цифры. И то, обещанные промышленные продукции нет, рабочих мест нет, поступления в бюджет республики, дополнительных налогов нет, поступления в пенсионные и социальные фонды, отчисления зарплаты нет. Есть отсутствие работы и обнищание для подавляющего большинства населения республики. Есть коррупция, невиданная до сих пор для нашей республики размеров. Есть наглая, беспардонная ложь с экранов телевидения и страниц газет. И самое главное, если у федеральной власти есть желание узнать, как обстоят дела на самом деле, то это очень просто. Можно узнать в течение нескольких дней, не выезжая на место. Запросить у Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Ингушетия данные, какие отчисления, от какого количества штатного персонала поступили за прошлый год отведенных в строй модернизированных промышленных предприятий, указанных нами. Уверяю вас, их там нет. Запросить налоговую службу, какие налоги поступили в бюджет республики от тех же промышленных объектов, которые вроде бы построены и функционируют. И все, картина выстроится сама. Но похоже на то, что никому ни здесь в республике, ни там в Москве это не нужно. Вывод. Бездарное, преступное использование астрономических для масштаба республики средств, выделенных Федеральным центром для создания налоговой базы и рабочих мест, неприкрытое наглое воровство процесса строительства, результатом чего является строительство нежизнеспособных мертвых предприятий. При строительстве не учитывается менеджмент, не подготавливаются заранее специалисты, не подготовлены службы, не подготавливаются службы сбыта и снабжения. Отсутствует работа маркетологов. Пример. Строят молкомбинат на производство 2,4 тысяч тонн муки в сутки, не имея ее запасов по всей республике на 2 недели. Всего производимого в республике может хватить только на это время при полной загрузке комбината. Строить агрокомбинат «Атлас» также, не имея сырья, построили, чтобы отмыть денежные средства при строительстве, а затем начали сажать плодовые деревья и саженцы овощей. Нельзя не обратить внимание на то, что строить предприятие полностью за счет государства, а затем отдают безвозмездное пользование на 49 лет частников.
чтобы только он восстановил работоспособность предприятий, утерянной в результате воровства по строительству. В народе это назвали Евкурским государственно-частным партнерством. Из 23 построенных и перевооруженных предприятий за 13 миллиардов рублей фактически работает только 7 предприятий, и то построены частными инвесторами, исключая завод «Полимер». Это завод по изготовлению отопительных радиаторов, завод по добыче нерудных строительных материалов, завод по производству сухих строительных смесей, завод по производству алюминиевых профилей и завод «Очелуки». Повторюсь, и они не работали бы, если бы были построены за счет федеральной целевой программы, где правят чиновники, а не конкретными частными инвесторами, которые ответственно относятся и к своим, и государственным средствам. Ни одно предприятие, кроме завода «Полимер», построено за счет ФЦП Юг России и ФЦП Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы, практически не работает. Или работает отстойные случаи, когда необходимо показать проверяющим потемкинское производство. Да и тот же «Полимер» налог на прибыль платит не в республиканский бюджет, то ли в Казань, то ли в Москву. Приезда какой-нибудь комиссии из центра на простейшее производство завозится как оборудование моментально, так и рабочий персонал. Это достоверно известно. И на завод, я лично знаю, что станки завозились и рабочие завозились на завод малой мощности Петера, точно так же Петера. На швейной фабрике, когда какая-то комиссия приезжает, срочно собирает 50-60 человек, сажает за станки и делает вид, что они плодотворно работают. Сплошное ошкуртерательство. В этом ремесле нынешняя исполнительная власть значительно преуспела. Как видно из нашего анализа, ни одну цифру, из которого опровергнуть власти не смогут, так как все данные взяты из тех же источников, из государственных источников, я имею в виду, пресса и сайты правительства и главы республики. Никакой промышленной политики у власти Ингушетии нет. Есть только потребительское и иждивенческое отношение к средствам, выделяемым федеральным центром, которое необходимо, в кавычках, освоить. Потратить 13 миллиардов рублей на строительство промышленных предприятий, ни одно из которых практически не работает. Что это, если не преступление перед народом Ингушетии, перед народом России? Когда этому будет положен конец? Совет Тейпо ингушского народа.